Начнем, да, у нас уже 4 минуты седьмого. Так, мы очень рады вас видеть сегодня. Мы давно не собирались, не встречались, как общество Алмазскомщика. И сегодня вот решили встретиться и, конечно, пригласили главу нашего вуза, Юрия Алексеева. Юрий сейчас подготовится, да? Он хочет нам продемонстрировать слайды и рассказать, кем живет район, какие показатели, какие успехи, что делается, потому что мы не каждый день, не каждую неделю можем ездить, и, наверное, не каждый знает, сколько километров дороги, и сколько строений, какие социальные объекты, и сколько детей родилось там, и какая работа проводится в направлении образования, культуры, духовности, да? Поэтому и какие планы. И Андрей Петрович здесь председатель районного совета, да? Поэтому они готовы нам рассказать. А так, я хотел бы как пример того, что Дмитрий Ильич является действительно легендарной личностью современной Якутии, нашей новейшей истории Якутии. Потом у нас Никита Григорьевич Соломонов, конечно, человеку 90 лет, так, не каждый день может такие мероприятия выходить, да, поэтому мы его поздравляли на днях, ему исполнилось 90 лет. Буквально общественность Санкаласского вуза, всех его поздравляли при большом стечении общественности. Поэтому, пользуясь случаем, я хотел бы сказать большое спасибо от имени земляков, кто живет в городе, администрации вуза, за то, чтобы они организовали именно юбилей нашего аксакала Никиты Соломонова, 90-летия в родине, в городе Покровске. Давайте еще раз аплодисменты. Уникальность Никиты Леонидовича в том, что он до сих пор бегает с детьми, молодежью. Он каждое лето проводит экспедиции. Поэтому его ученики сейчас многие доктора, кандидаты наук, но в будущем вот те дети, которые сейчас учатся в школе, с ним ходят в экспедиции, они еще будут творить будущее. Поэтому мы должны тоже гордиться тем, что Никита Григорьевич здравый, он сейчас работает. Буквально вот в эти дни и республика отмечала его 90-летие, и мы тоже были свидетелями этого большого события. Вот такие все новости. Так, мы готовы. Мы вам поблагодарили за организацию юбилея Никиты Соломонова. Уважаемые коллеги, давайте предоставим слово Юрию Алексееву, главе Санкаласского вуза. Добрый вечер, уважаемые земляки. Я бы только что начать хотел поблагодарить всех земляков, которые буквально на прошлой неделе, когда все честности
и другие национальности. Но в целом у нас на территории района порядка, по данным Всероссийской переписи 2010 года, порядка 46 национальностей. Район у нас многонациональный, всегда отличался этим. Но и в будущем году у нас будет проходить Всероссийская перепись 2020 года. Ну, численность населения, если мы так сравним, если у нас получается, по всему миру она постепенно увеличивается. Не намного, может, а 100 тысяч человек в год. Но в целом динамика такая. По данным рождаемости, что касается рождаемости, у нас в этом году, пока на 1 августа 2019 года, зарегистрировано 231 рождение детей. Ну а смертность, показатель на 1 августа 2019 года, на результатом 177. Ну, то есть динамика увеличения численности населения, она постоянно положительная. Ну и что касается занятости, у нас в целом численность экономически активного населения, она оценивается в целом 14,4 тысяч человек. А все население трудоспособной области в целом по району, если сравнить, по данным 2019 года на 1 января это 18 200 человек. И численность на них занятых всеми видами экономической деятельности это 12 900 человек. Ну и даже уровень общей безработицы можно обратно. Общий уровень общей безработицы по рабочей силе составляет 11,3%. А то, что касается численности безработных, это по данным Центра занятости на 1 января 2019 года у нас на конец года, соответственно, будет цифра 1120 человек. Ну а в целом на учете стоит у нас 1300 человек. Ну, это численность цифра она постепенно снижается. В целом, если мы сравним, в прошлом году назад появились прикрытия труда, есть разница, думаю, она только небольшая, наверное. Ну и переходим к следующему слайду. Это создание рабочих мест. Всего у нас с 1 января 2019 года на территории района реализуется проект «Это занятость на селе». Программа города и Минсельхоза. Всего было создано 40 рабочих мест, в том числе прямо по отраслям. Сфера сельского хозяйства 20 рабочих мест, обрабатывающее производство 9 рабочих мест, ну, есть в области общественного питания 1 рабочее место, и деятельность в сфере образования только 1 рабочее место. В сфере здравоохранения 3 рабочих места, это деятельность организации отдыха и развлечений 5 рабочих мест, и деятельность предоставления прочных услуг 1 рабочее место. Размер средней начисленной заработной платы на 1 сентября 2019 года это по данным Росстата составляет 53 978 рублей. Ну и на целом по отраслям рублей. Оборот производства 55 тысяч рублей, здравоохранение 64 тысячи, культура и спорт 53 тысячи рублей, сельское хозяйство 30 тысяч рублей. Что касается предпринимательства, субъектов малого и среднего предпринимательства, всего на территории действует 1335 субъектов. Из них индивидуальных предпринимателей 1108. Ну и здесь прямо по сферам видно, в какие сферы, например, в основном ресторане наших предпринимателей. 23% торговля, оптовой розничной, 29% другие предпринимательские личности, 19% это сельское лесное хозяйство, крестьянские комитеты, хозяйство не только относится. Это сфере. И в основном это другое хозяйство. Теперь средства на представление 10%. Это за последние 5 лет у нас показатели по сельскому лесу, количество поголовья. Здесь сами можете посмотреть, в целом поголовье получается 18407. Это мы в основном числим по лошадей касается. 11987 до 1 октября. Это количество крупного скота. 10000 это одна голова, это корова, дойная корова. Ну, это готовка молока, это у нас получается в 2018 году. 9083, и по данным на 1 октября 2019 года зарегистрировано 7069 молока, примерно 3. Ну, реализация национальных проектов на действие муниципального
миллионов рублей. Из них на первых прекрасно 160 миллионов рублей. Срок был этого объекта 30 декабря 2019 года. Ремонт спортивного зала. Первый же пункт. Тренер и Минская. Стоимость работы личной 3 миллиона 745 тысяч рублей, а стоимость на первых ребят 3,5 миллиона рублей. Поставили на первых ребят все работы выполнены. Но также было мест массового отдыха населения, городских парков, открытых на территории набережной и центральной площади. На территории муниципальных образований, это муниципальное образование город Покровск и муниципальное образование поселок Маслов. Помимо этого, поселок Маслов у нас проходит по федеральной программе развития малого города. Всего у нас строят по находной городской среде по 13 миллионов рублей. Общая стоимость работы составляет. Ну и далее у нас программа населения, это программа обеспечения жильем граждан, проживающих в домах с требованиями требованиями. Ну, у нас программа будет работать до 2024 года, это порядка у нас 2037 человек должны приехать. А всего у нас 13 тысяч квадратных метров половины жилья. Это у нас участок Безмолова половина муниципального образования. Начиная с Пекина и заканчивая крайним населенным пунктом на юге, это всего 70, где у нас имеется аварийный элемент нашего плана. Ну и на прошлой неделе, буквально у нас в рамках национального проекта «Безопасное качество автомобильной дороги» завершен ремонт Республиканской вниз на 3 участках. Общей протяженностью 20 километров. Я же говорю, то, что касается строительства, у нас помимо того, через поддержание нового дома, а 2021 веке. Всего у нас это наше строительство детского сада, на 50 мест, 17 есть, это как раз нижняя фотография, это полностью все фотографии момента строительства детского садика на 50 мест, через 70. Ну и потом спортивный зал с реконструкцией и реконструкцией нижнего здания, что спортивный жилой дом, это для молодых специалистов лишних местах. Ну и по ней справляемся, что у нас находится строительство школьного сада с электронцем на 220 мест. Ну и помимо этого, федеральная программа может быть сельской территории, где контактная служба не ограничивает. Это муниципальное образование здесь неправильно указано, Можайгарская провинция.
района. Добрый вечер, уважаемые наши земляки. Разрешите, вот сегодня собрались вместе, говорю, сказал о экономическом развитии нашего УСа. Я немножко дополню его. В этом году у нас в УСе мы объявили год программа, знаете, много мероприятий проводится. В том числе мы в этом году прошел форум депутатов Хангаласского УСа. Также мы создали совет депутатов Хангаласского УСа, совместно работаем вместе с депутатами Лени и депутатами районного совета. Вместе с администрацией УСа проводим различные мероприятия и вместе работаем хорошо, можно сказать. Вот в этом году Патрон Славного совместный фильм, также выпустить книгу про Патрон Славного, сейчас она на критическом результате, который был 16 дня, Андрей Борисов, думаю, будет известно, и в конце этого года, в декабре, будет торжественное мероприятие, будет закрытие вот этого года Патрона Славного. Сейчас еще решаем, здесь в каком театре, да, Юрьевич, и пригласим всех вас. На встрече, посвященной году консолидации фронта, правильно, знаете, население Владимиргорска, откуда он шили вот 17 века костюмы того века, и, можно сказать, оживили как-то Носова. Это мы видели, знаем. Работа у нас теперь, можно сказать, работаем, живем в области. Вот я впервые на этом собрании участвую, и очень рад, что вы тоже болеете за свой вуз, принимаете тоже активное участие в любых мероприятиях. Ну и, наверное, надо так и работать, чтобы наш вуз развивался. Спасибо. Вопрос. Вопрос есть, пожалуйста. Ну, у меня такой вопрос, да, Гаврилу Юрьевичу. Этот самый недавно состоялся круглый стол в медиацентре по эффективности социальной сети, то есть сети социальных учреждений в Республике Саха-Якутия, в котором сказали, что с 23 улусами уже проведены переговоры и планируется подписание соглашений. Но в печати было, что Хангаласский улус, он пилотный проект, он первым прошел вот по пресловутому 202 постановлению, он первым отработан. Просьба осветить, вот, как ситуация с сетью социальных учреждений в Хангаласском улусе, какие ожидаются перемены? Перемена, я бы полезно сказать, что Николай Андреевич нас следующему не касается. У нас действительно Министерство экономики Республики Саха-Якутия, в частности, потом отдельно председатель правительства, администрировал была проведена работа именно по данному вопросу. Конкретно по упорядочению сети социальных учреждений на территории Республики Саха-Якутия, и в частности на территории Хангаласского улуса. Основной вопрос, это касается самых болезненных вопросов, получается по оптимизации сетей лечебно-медицинских учреждений. Там у нас получается некоторые медицинские объекты, учреждения меняют свой статус. Раньше была поликлиника, сейчас был, соответственно, фельдшерско-акушерский пункт. Это населенный пункт, где численное население составляет минимум 500 человек. Но у нас, получается, это меняется в основном в южной части нашего района. Потом в северо-западе будут такие изменения. И части далечных населенных пунктов нашего района. Второй вопрос, это то, что касается конкретно сферы образования, там в основном именно все работает. Зато у нас в рамках этого с Министерством экономики, Министерством образования, Министерством строительства достигнута договоренность, что именно по теме военного объекта, это у нас старая деревянная школа, и, соответственно, дошкольные учреждения, которых у нас сейчас уже перенасыщение, это конкретно по 4 объектам. Это у нас детский сад села Гуманитар, детский сад села Немегунца, где у нас не хватает
вместо дошкольных учреждений. И одновременно две школы. Это школа в селе Виляй и школа в селе Влад, где у нас имеются аварийные здания. Там уже, эти объекты стали вместе программы на период 2022-2024 год. Эти планы у нас сейчас полностью согласованы и с Министерством образования, с Министерством экономики и с Министерством строительства. Конкретно уже определены параметры. В Латвии это будет школа на 120, в Юдее будет школа на 60 мест. И вот в Восточном экономическом форуме было подписано соглашение вот с каким-то федеральным фондом о улучшении качества образования, и в качестве пилотного тоже был выбран наш родной Хардаласский вуз. Вот работа сейчас идет вот по эффективности образования. Там какой фонд это был федеральный? Это получается пилотный проект, который действительно на территории Российской Федерации, только на Республике Саха-Якутия будет интегрироваться. И на примере нашего Хардаласского вуза. Это получается проект, совместный проект Высшей школы экономики и внешшкольной банды. Там просто вопрос, который касается пилотный проект по повышению качества образовательных услуг. Не секрет, что у нас в последнее время качество образовательных услуг, если так сравнить, Россия находится на 53-м месте, точнее, Республика Саха-Якутия находится на 53-м месте среди субъектов Российской Федерации. И вот были предложены услуги именно высшей школы экономики в части повышения качества услуг. Проект рассчитан на 3 года. В течение 3 лет должны быть у нас показатели по 2 основным предметам. Это по части сдачи ЕГЭ, ОГЭ, по 9-11 классам. За последние 3 года по 2 основным предметам математика и русский язык увеличено на 10%. Во-вторых, настолько же должно быть у нас увеличено количество олимпиадников, которые принимают участие, во-первых, в региональных олимпиадах, во-вторых, во всероссийских олимпиадах. Ну и, соответственно, через 3 года мы должны увидеть эффект. Если этот эффект себя будет оправдан, то, соответственно, этот проект будет рекомендован уже всем субъектам Российской Федерации. А так, получается, мы начали по нему работать с марта 2019 года. Ну, работа ведется очень плотно. Там, получается, работа ведется в том плане, что методики именно дистанционного обучения будут применяться. Сейчас вот у нас на ноябрьские каникулы желающие могут, в принципе, могут просто выехать в новый район и там на месте увидеться. В основном идет именно, как сказать, накачка именно преподавателя по 2 основным предметам. Но помимо этого мы для себя в районном управлении образования посовещались и решили, что будет помимо этого основных предметов физика, информатика, они тоже будут подтягиваться в части того, чтобы можно было одновременно и по ним поднять качество образования, чтобы мы могли действительно эффект получить. А так получается, те баллы, которые мы получили по итогам прошлого, точнее этого года, весной, мая-июня 2019 года, то, соответственно, можно прибавить на это 10%. И этот результат мы должны дать в течение 3 лет. Вот. И говорил Юрьевич, да, вот по итогам прошлого года число туристов в ВУЗ составило свыше 140 тысяч человек. Вот. И я когда был в Техтюре, сказали, что уже в этом году несколько групп корейских туристов посещало, да, в Техтюр, и американцы тоже посещали Техтюр, и они жили в семьях. Вот как сейчас вот с развитием иностранного туризма, первый вопрос, и второе, вот международные связи нашего вуза. Так, пожалуйста. Тут просто хотелось остановиться, потому что у нас в основном все упирается именно в сферу услуг. У нас, например, в гостинице, которая отвечала всем требованиям иностранцев, на уровне 5 звездочек, некуда было даже якутских. И полярная звезда, сейчас это называется, и ПМДК, они были построены, одна буквально 10 лет тому назад, вторая уже почти 30 лет тому назад. И поэтому вот у нас такая же проблема на территории города Покровска. У нас только имеется одна гостиница, это недавно предприниматель Проскомки и Разумовна. У нас гостиница с большой натяжкой, наверное, максимум 2 звездочки, например. И там вот единственная проблема, вынужденные иностранцы в основном размещать в городе Якутске. Они сами это прекрасно отвечают, и во-вторых, неудобная транспортная схема. Те же корейцы, которые прилетают, у них получается только один рейс, прямой рейс до Якутска 1 раз в неделю. Поэтому получается, либо они будут вынуждены добираться и жить у нас целую неделю, чтобы можно было потом показать в основном достопримечательности Якутии, либо они используют другие рейсы через Владивосток, либо через Якутск, чтобы можно было стыковочным чартерным рейсом потом выйти на родину. Ну и основная проблема такая. И вот у нас
То, что касается сферы гостиничного бизнеса, с будущего года, вопрос, который касается, мы должны подвести электричество до местности Батамай. Во-вторых, вопрос, который все упирается, они же очень требовательны в части того, что у них все их фотосъемки, видеосъемки, они сразу в режиме онлайн отправляют на родину. А тут в этом отношении та работа, которая проводится у нас, в этом году работа с Ростелекомом проводится, и оптоволокно у нас в этом году полностью охватит 99% территории. 1% получается наши островные участки. Чкалово и Повиновый. А то, что касается этого вопроса, части гостиничного бизнеса, здесь, конечно, ситуация намного печальнее. И отдельный вопрос, который касается того, что иностранцы, их все равно, во-первых, все-таки слишком мало. Вот сейчас Аркадий Анатольевич здесь присутствует, у него ежегодно где-то посещает порядка, Ленинской столбы 20 тысяч туристов. Из них иностранцев, Аркадий Анатольевич, сколько у вас получается? Максимум, наверное, 1000 человек. Те, которые посещают Ленинские столбы. А у нас получается просто даже цена внутреннего туризма, чтобы люди могли на теплоходе сидеть до Ленинских столбов, она, честно говоря, для среднестатистического Якутянина она просто не подвергла. В будущем был тот теплоход, который мы приобрели 3 года тому назад. Мы в этом году у нас закончился срок аренды с Якутским пассажирским райуправлением. В будущем году его будут эксплуатировать наши предприниматели. Условие такое, что один рейс Покров действительно останется, а один рейс неделю не будет выполнять Ленинских столбов. У нас Аркадий Анатольевич предварительная договоренность есть. Самое главное, это вопрос, который касается, чтобы цена была доступна для любого якутянина. Не так 9 тысяч, 12 тысяч за одну поездку, а разумная цена, чтобы была. Спасибо. Так, у кого еще вопросы, предложения, комментарии? Пожалуйста. Ага. Это просто возможность выбора. Получается, любому получается вкладывать в сферу туризма, который будет именно пользоваться естественной жизнью. А у нас проблемы те, которые есть, тоже оптоволокно, строительство котельных, строительство дорог, оно идет на условиях софинансирования. Потому что они все-таки должны ориентироваться на качество жизни своих земляков, чтобы там реально можно было лучше. В этом году мы поставили задачу для нас 5 новых котельных, из них, получается, вот закрываем полностью центральное отопление, это село Повиновый, а будущее село Чкалово. Там, потому что проблема понятна. Люди, которые живут на коренных берегах океана, у них проще. В течение круглого года они могут завести дрова. А у них дорога открывается только, получается, 25 декабря и закрываем 15 апреля. Поэтому у них проблема намного строительной. Мы в прошлом году посоветовались, по годам разбили. 2019 год один остров закрываем, 2020 год другой остров. Сенский, такая же проблема, получается, центральное отопление. Ну, соответственно, Китай-Газ. И то, тем не менее, получается, по селу мы закрываем, потому что первым рожком всего 50%, которых будет подключен центральное отопление. Все невозможно просто сразу охватить. А то, что касается, например, в этом году мы тоже точно так же, то, что вы сказали, туризм, по Батамаю, там даже света не было. Вот в этом году мы много подписали, 20 мая 2020 года, там уже будет электричество. Когда мы глянем предприниматель, будет работать лично. И нам лучше будет такое, что электросоединение у нас, это уже по полной электрификации границы города Якутска. Ну и электрификация, это уже местности Булус. В этом году работу Якутска нет полностью уже выполняет. Пожалуйста. Я напомню немного по туризму. Актуально, я очень компания на установление активно развивается у нас. Я скажу, что у нас
федерального органа основной работы коммерческой структуры. Там появилась гидро, потом другие структуры, все, которые полностью имеется в городе Москве. Поэтому у нас очень много выпускников, которые действительно обучаются в Центровом. Особенно это характерно для выпускников города Покровска и поселка Москвы. Эта молодежь, как правило, у нас она не возвращается туда больше, в Центровом. Поэтому в этом отношении никакой вопрос нет. Это просто получается, школа, в первую очередь, должна обрабатывать своими выпускниками. Потому что они лучше знают, кто что окончил и кто где работает. Связь с ними поддерживается. А то, что касается вот именно той работы, которая проводится с нашей молодежью, я бы хотел сказать, что наша молодежь в этом отношении очень активна. Вот в этом году мы все вместе, предприниматели, предприятия реализовали проект, который касается строительства пристроек здания стационара Центральной районной больницы. Там именно большую помощь оказали молодежь. Абрамов Дмитрий Сергеевич и прочее. Они все на безвозмездной основе работают. Сейчас такую же помощь он собирается оказать по одному социальному объекту. Ну и вот вопрос, который касается редит-центра на территории села Чапаева. Я говорю, там тоже помогу, все-таки просто знак уважения первому президенту нашей республики. Просто вопрос такого плана, что все-таки Михаил Ильич Антонин не Хангаласскому отдельно взять, а всей республики. И вопрос такого плана стоит, что, как говорится, мы 2 года назад на эту тему разговаривали, но дальше сколько делать действительно не пошло. Поэтому я просто предлагаю всем, кто действительно ценит и уважает наших президентов, в этом вопросе проявить себя. Либо тогда открыть какой-то отдельный счет и конкретно наметить работы, которые каждый возьмет на себя. Вот мы с Абрамом тем же переговорим, сказали, я беру на себя окна, беру на себя конкретно утепление. Эти работы будут взяты. С ним мы говорим, потом со следующим говорим. Просто вопрос такого плана стоит, потому что у нас время очень сжато. Через несколько лет мы будем праздновать уже 85-летие первого президента, чтобы к этому моменту хотя бы по крайней мере закончить. Там у нас действительно очень много времени, нервов, да и, честно говоря, самое главное, финансовых средств потребовало именно подготовки коммуникации в выбор места. Он сам выбрал то место, которое хотел бы я в котором хотел жить. А это место получается, мягко говоря, учетно на кубичках. Туда тянуть газопровод, это 3,5 километра. Потянуть на электрические коммуникации, вопрос такого же плана. Ну и последний вопрос, который касается моего памяти, да, я собираюсь на будущий год. Знаете, немножко помните по этому вопросу. Есть у нас инструменты, которые бы консолидировали если главе администрации, в общем,